Экология нормально у нас подняла. Да. Так сегодня в Бугульме реагируют на новости о радиоактивном облаке, что прошло над их городом. Все хорошо, отлично дышится. Я, например, не заметила никакого этого, и состояние здоровья нормально было. О том, что в воздухе над Южным Уралом дело нечисто, заметили еще в сентябре европейские специалисты. Рутений-106 – это техногенный радионуклид. В нормальной ситуации не должен присутствовать в окружающей среде. Для человека любые дополнительные концентрации техногенного радионуклида ведут к увеличению риска заболеть раковыми заболеваниями. Как гласит наука, рутений-106 – это полностью дело рук человеческих. Рутений-106 – это радиоактивный изотоп. В природных условиях его не существует. Он получается при расщеплении атомов в реакторе. Вещество используют в качестве источника излучения при лечении раковых заболеваний. Появление рутения некоторые экологи связали с работой объединения «Маяк», где занимаются ядерным топливом. Однако на предприятии свою причастность опровергли. На ВГУП «Маяк» в 2017 году источники из рутения-106 не производились. Превышение поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано. Радиационный фон в норме. Таким образом, ВГУП «Маяк» не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере. О том, что в воздухе это вещество действительно было, сегодня подтвердили в Росгидромете. С 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. 26-27 сентября продукты распада рутения-106 зафиксированы в Республике Татарстан. Позже информацию подтвердили в Управлении по гидрометеорологии Татарстана. По данным ФГБУ, тайфун, обнаруженный объемной активностью рутений-106, не представляет опасности для здоровья населения. С 29 сентября по настоящее время превышение фоновых значений суммарной бета-активности атмосферных выпадений не обнаружено. И все же некоторые казанцы опасаются, что их настигнет радиация. Конечно, переживаем, как же не переживать. Другие верят, что их точно не коснется. Лично в это я здесь не верю. Третьи относятся ко всему философски. Сколько мне суждено, столько я проживу, поэтому я к этому отношусь спокойно. Как говорят специалисты по гражданской обороне, от радиации имеет смысл защищаться в момент выброса. Лучше всего в этом помогут железобетонные укрытия. Симптомы же болезни проявляются сразу. Возникает лучевая болезнь, и человек может умереть в течение сутки или нескольких суток. Если симптомов нету, значит все нормально. Есть такие нормы, которые влияют, и изменений нету. В таких условиях можно жить. Разобраться, с чем связан выброс рутения и виновата ли в этом какая-либо авария, теперь собираются спросить прокуратуру России. Дмитрий Аренин, Игорь Романов, Фуат Гасим, Булат Шафигуллин, ТНВ, Бугульма, Казань.